радоваться жизни ежедневно, отметая сон, усталость, лень, относиться к лжи все так же гневно, к резкой правде рваться каждый день, проникая в суть, не предавая все, что смыслом сделалось твоим, ежедневно, не охладевая, жизнь любить, все время быть живым. Семен Данилов. Уважаемый господин Владимир Петрович, 8-10 марта 2004 года Форум по трубопроводам природного газа Северо-Восточной Азии и Исследовательский центр Китая проводит международную конференцию. Мы надеемся на встречу с вами в марте и на ваш неоценимый вклад в эту конференцию. Владимир Ларионов был 16-м ребенком в семье колхозника. Родившиеся братья и сестры умирали в раннем возрасте, и единственным помощником у родителей был Володя. С самого раннего детства юный Володя страстно стремился в школу. И, будучи второклассником, по вызову учителя довольно часто отвечал на вопросы по заданиям 4 класса. Уже тогда проявили способность мыслить и видеть далеко вперед. Родители были старые, не умели ни читать, ни писать. Но мать хорошо знала, как пишутся цифры, во всяком случае до 5. И если в дневнике появлялась отметка 4, мать очень огорчалась и укоряла сына. «Ты не работаешь, только учишься. Ты не должен получать отметок, кроме 5». Отец очень гордился успехами сына в школе. Его основным занятием всю жизнь была охота.
При помощи капканов, силков и ловушек добывал зайцев, лисиц, волков. Они очень любили сына. Чтобы перебраться в поселок, где есть школа, сдали дом, пашни, усадьбу и жили с ним вплоть до окончания семилетки. А 3 последних класса Володя заканчивал в центре района в селе Майя. Мне пришлось его учить в 9-10 классе и быть классным руководителем. Но Володя, как ученик, очень способный, талантливый был, всегда учился по всем предметам на 5. В школе он был самым активным, чутким товарищем, имел большой авторитет, много работал над собой, много читал, имел большой кругозор. Не только он хорошо учился, он был хорошим общественником, лидером нашей школы. О Володе говорили, он был хроническим отличником. Но он ни разу не попал ни в Артек, ни в республиканские сборы. Каждое лето в каникулы работал. Окончил школу с золотой медалью. Это был второй подобный случай в истории района. Да и в масштабах всей республики в те годы выпускник, золотой медалист – большая редкость. Жизнь моя, как большой календарь, коли внимательно к ней приглядеться, был отменно суровым январь, то есть было нелегкое детство. Но зато потом, в феврале, сразу оттепель вдруг подоспела, и тянулся я к солнцу в тепле, и душа по-мальчишески пела. Родители настаивали ехать в Якутск, где обучают учителей. Но наступил период юношеского максимализма. Володя считал, что будущее родного края будет зависеть от специалистов физико-технического профиля. Он твердо решил ехать поступать в Московское высшее техническое училище имени Баумана. Деньги на дорогу и на житье первые месяцы собрали 12 семей поселка, добытые практически неоплачиваемым колхозным трудом. После 17-дневного путешествия, лишенное всякого комфорта, но оставившие восторженные воспоминания, юный Володя достиг Москвы, которую все тогда воспринимали с чувством преклонения и восхищения. Юный Володя начал знакомиться с Москвой. Отыскав МВТУ имени Баумана, Володя сдал документы в приемную комиссию. По результатам собеседования по физике и математике был зачислен на механико-технологический факультет, где сразу же ему предоставили место в общежитии. Первое время мы жили на станции Ильинская, в связи с тем, что в Москве с общежитиями было трудно. Очень много училось здесь китайцев. Им преимущественно общежитие давали. Ну и, в общем-то, для 14 тысяч студентов, которые в МВТУ учились, не хватало. Действительно не хватало мест в общежитии. Ну, там был студенческий городок, построенный по типу
финских домов, деревянные двухэтажные корпуса, в которых мы жили. Я, честно говоря, как днем выглядят эти корпуса, так и не увидел, потому что утром рано в 6 уезжали и приезжали где-то под 12 ночи. Вот. Но бывали воскресные дни, когда можно было осмотреться вокруг. И уже тогда я слышал, что есть такой чудак, который из Ильинки в город ездит на велосипеде. Это большое расстояние, когда на электричке едешь 45 минут, а здесь вот такой есть товарищ. Я только потом узнал, что это наш Володя. Мы сами по специальности инженеры-механики, и наша главная специальность – резание. Вдруг Володя ближе к концу переспециализировался и решил заняться сваркой. Я у него как-то спрашиваю, вот почему ты выбрал сварку? Он мне говорит, что на севере главная проблема – это металловедение и хладостойкость конструкций, и особенно сварных конструкций, потому что скоро себестоимость добычи золота будет дороже, чем само золото, из-за того, что очень много холод перемалывает горной техники. И вот я поэтому выбрал, хочу принести пользу своему краю. Из письма Владимира Ларионова родителям. Какая богатая наша Якутия! Какая красивая, щедрая природа! Какой у нас дружелюбный, душевный, трудолюбивый народ! Нет нигде такого прекрасного, богатого, ставшего кладовой полезных ископаемых всей земли уголка, как наша щедрая Якутия. Нам надо воздвигать заводы, чтобы освоить несметное богатство нашей Якутии на пользу народу. Для этого нужны люди, хорошие, знающие специалисты. Как они нужны нам! Ты, мама, не смейся. Хорошо? Очень хорошо это обдумай, чтобы в ближайшие годы освоить все наши природные богатства. Нужно подготовить очень много разносторонне образованных специалистов. В Южной Якутии открыты важные для Советского Союза месторождения железа. О том, что железо нам очень нужно, я и не говорю. Начиная от столовой вилки и кончая тракторами, все делается из железа. Это, мама, ты знаешь. Как мне сейчас представляется, я готовлюсь стать человеком, причастным к использованию железа Южной Якутии. Так что, мама, ты пойми, что я обязан стать работником, специалистом не ради только своего счастья, вашего счастья. Я должен стать нужным для всей нашей Якутии специалистом. Владимир Петрович много внимания и времени уделял деятельности в якутском землячестве, принимал активное участие в различных общественных мероприятиях, с упоением слушали Лемешева, Козловского в Большом театре. Его первое в жизни посещение театра состоялось с принцессой Турандот в театре имени Вахтангова. Вечерами Володя вспоминал любимую девушку. Как она там? Из письма Ларионова Люции. Часто думаю я о наших с тобой отношениях. Я был поистине счастлив в тот солнечный день 23 июня 1960 года, когда из кабинета, роняя туфельку и подпрыгивая, ты подошла ко мне впервые, красивая девушка, и протянула через порог руку. Ты отложила книжку, я сел на диван, ты спрашивала о Москве, о москвичах, о Доре и даже о моей персоне, как дела, мол. Ответил я довольно нескладно, почему-то смущался и в то же время был счастлив. Первый Новый год вдали от родного края. Грустно от того, что рядом нет любимых родителей. Но его окружали верные, хорошие друзья, иностранные студенты, с которыми он дружно жил в одной комнате, земляки. Володе очень нравилось кататься на коньках. В Лефортово был тогда небольшой, не слишком хорошо оборудованный клубный стадион «Энергия». На этом стадионе с другом Спиридоном Сосиным
прямо на коньках встретили новый 1957 год. Это было время триумфального шествия по киноэкранам картины «Карнавальная ночь». Молоденькая Людмила Гурченко стала буквально национальной героиней. Не покинет больше вас. Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги Подмосковье. Будучи академиком Российской академии наук, Владимир Петрович выделил 3 самые основные события своей жизни. Это победа всего советского народа в Великой Отечественной войне. Ему было тогда 7 лет. Второе событие – Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве 1957 года. Это было первое, самое массовое общение молодежи разных стран на нашей земле. Подобное всеобщее вдохновение, ликование множества людей Владимир Петрович наблюдал 12 апреля 1961 года, в день полета Юрия Гагарина в космос. Как же падает листва в садах, и куда-то все спешат такси. Быстро пролетели студенческие годы. Володю распределили в Якутск, в его родной край. А ты летишь, и тебе дарят звезды свою. Стал как будто немножко умней, повзрослел, посерьезнел. Позже знал немало я солнечных дней и в июле, и в августе тоже. И брожу в сентябре, в октябре, и дорожки в саду разметаю, урожай у себя на дворе, когда тошно крестьянин считаю. Володя как приехал в Якутск, как устроился на работу, он сразу же как-то обратил на себя внимание местных наших ученых, выдающихся, начиная от самого Николая Васильевича Черского, и других таких же очень известных наших ученых, ну и среди молодежи, интеллигенции якутского филиала. Он как бы стал сразу популярным человеком. Он работал сначала в комитете комсомола филиала, потом членом горкома комсомола города Якутска. Через где-то 4 года он уже был профсоюзным лидером якутского филиала Сибирского отделения Академии наук. Владимиру Петровичу приходилось уже тогда решать серьезные задачи. Он формировал свою молодежную научную группу, и ему приходилось ставить перед молодыми людьми задачи, формировать будущее научное направление. Тогда уже вот на этих примерах было видно, что Владимир Петрович обладает очень ярко выраженным талантом научного лидера. Он проявлял его во многих обстоятельствах, не только вот со своими молодыми сотрудниками, но также он был член Совета молодых ученых, и там тоже активно работал в Республиканском совете молодых ученых. В начале 60-х годов
республика становилась горнодобывающей. Вся техника, которая нормально работала в регионах, начала ломаться в условиях наших холодов. Якутская группа ученых, в числе которых был Владимир Ларионов, занималась разработкой и устранением этих неполадок. Важная роль в его научной деятельности сыграли Бауманское училище, Институт электросварки имени Патона в Киеве. Здесь он выполнил свои научные исследования и здесь же защитил в 1967 году кандидатскую, а в 1983 – докторскую. Он стал первым из народа Саха доктором технических наук. Позднее – первым из сибирских и северных народов академиком Российской академии наук. У нас он начал свою деятельность с отдела, которым теперь руководит Леонид Михайлович Лобанов, наш академик. А тогда Владимир Петрович, насколько я помню, работал первоначально с Борисом Сергеевичем Касаткой. И занялся он прочностью сварных конструкций и очень интересовался техникой, внедрением всяких новшеств. Вот еще до того, как мы хорошо познакомились с Владимиром Петровичем, появилась новая у нас работа совместно с сибирским отделением тогда Академии наук Советского Союза. Это был Совет по науке при Совете министров СССР. И его возглавил по указанию Никиты Сергеевича Хрущева лично Михаил Алексеевич Лаврентьев. И дело было в том, что мы предложили использовать хладостойкие стали для конструкций, которые работают на Дальнем Севере в самых экстремальных условиях. Вышло постановление Совета министров СССР, и вот с тех пор началась эта работа, которую затем продолжил очень активно и успешно Владимир Петрович. Владимир Петрович достаточно быстро защитил кандидатскую диссертацию, провел большой объем исследований и в сравнительно короткий срок защитил докторскую диссертацию. В этих работах он провел большой комплекс исследований и представил эти исследования по проблемам сварки и прочности конструкций, работающих в условиях низких климатических температур. Это была большая оригинальная работа, которая имеет и по сей день большое значение и используется в различных отраслях промышленности, в особенности при создании объектов новой техники. Володя очень любил своих родителей, особенно свою маму Варвару Николаевну, ну и отца Петра Ивановича, которого глубоко уважал. Родители, конечно, были очень привязаны к Володе. И когда мы поженились в 1963 году, в нашем становлении, конечно, они сыграли очень большую роль. В нашей семейной жизни, вот, я бы сказала, что Володя был очень таким простым, непритязательным человеком. Он никогда, я вот не помню, чтобы он как-то капризничал. Свои работы, проблемы на работе никогда он не переносил на нас, на своих близких, на свою семью. Для него суббота-воскресенье как такового тоже не существовало, потому что эти дни тоже были посвящены работе, книгам. И когда он иногда мог позволить себе изредка лежать на диване и смотреть телевизор, мы домашние даже
удивлялись до последнего времени. Детские годы даже вспоминает. Сейчас смотришь вот альбомы детские, свои детские альбомы, вел их, оказывается, папа. Обычно, женщины ведут, да, он вроде такой очень занятой человек там и по работе, и везде. Но вот вел их он записывал всех людей, кто приходил ко мне на день рождения, кто что подарил, сколько я весила. Гостей он очень любил вот большое количество привечать в нашем доме, что абсолютно разные люди были, да. Иногда нам казалось такое впечатление, что он где-нибудь на улице увидит какого-нибудь человека и позовет его к нам в гости. Он в своем кабинете сидит, он всегда ноги складывал по-турецки. В этой библиотеке постоянно роется, достанет какую-нибудь книжку, очки одевает, наоборот, снимает их, то есть они у него вот на лбу, получается, ноги по-турецки и читает. Еще любил читать и вслух, и про себя. Хладостойкость материала и хладостойкость сварных швов. Это не только в общем машиностроении, но это и в авиации, это и в ракетной технике. Вот эта сторона работы, это специфика того института, которым руководил Владимир Петрович. Физико-технические проблемы Севера. Сварка и ракетно-космическая техника. Казалось бы, имеет много общего в технологическом плане. Это действительно так. Все баки ракеты, все корпуса ракет – это полностью сварные конструкции. Вот это одна сторона направления научной деятельности Владимира Петровича, которая очень широко применялась в технологии производства ракет. Основная проблема, которая возникает по нашему направлению в Якутии, это проблема хладноломкости. То есть что происходит с материалами в условиях низких температур. И вот тут мы вместе как раз с Владимиром Петровичем и вместе с Юрием Степановичем обдумывали, как правильно поставить работы, как поставить эксперименты, можно ли использовать японские разработки. И, в общем, как-то наметили план действий, который как-то потом более-менее в какой-то степени выполнялся. Результаты его исследований нашли практическое применение в крупнейших машиностроительных объединениях союзного и российского масштаба, таких как Уралмаш, БелАЗ, Крастешмаш, Ижорский завод, в крупных производственных предприятиях Республики Саха. Его первые исследования по проблемам хладноломкости с группой якутских ученых получили одобрение в крупных институтах страны, таких как Физико-технический институт имени Иоффе. Его исследования по изучению особенностей сварки и разрушения сварных соединений в условиях низких температур были использованы уже при сооружении первых газопроводов в Якутии. Он одним из был первых, кто занимался сваркой трубопроводов для газа, который шел в Якутск. И даже он был одним из тех, кто был отмечен. Первую свою награду получил за прокладку газопровода в Якутск. Дальше он занимался прочностью материалов. Когда Якутия приобретала технику тяжелую для развития промышленности, то начиная от автомобилей Татара, кончая многими немецкими, японскими агрегатами, то они укрепляли эту технологию теми разработками, которая была представлена в лаборатории Владимира Петровича Ларионова. А как человек, конечно, он был очень глубокий, очень дальновидный и, самое важное, очень гуманный. Он всегда видел все под углом, как сделать добро человеку, или помочь делу, или решить какую-то проблему. В этом плане, конечно, он был одним из уникальных людей нашей истории и нашего народа. Огромный вклад внес Владимир Ларионов в становление и развитие Института физико-технических проблем Севера.
Сегодня это 3 самостоятельных института. С 1986 года до последних дней жизни он являлся бессменным руководителем института. Когда в 1973 году пришел, это была первая всесоюзная конференция по проблемам работы машин и материалов в зоне холодного климата, где участвовало более 300 ученых со всех краев Советского Союза. Он тогда, будучи кандидатом наук, уже делал пленарный доклад, и этот доклад является до сегодняшнего дня основным трудом, на который и сегодня ориентируются все ученые, сварщики и прочисты. Она называлась «Холодостойкость сварных соединений». Он сплачивал воедино власть, которую может решать Государственный комитет по науке, Академию наук и генеральных директоров, конструкторов, которые занимаются производством, конструированием и изготовлением этой техники. И эксплуатационщиков. Каким образом все это воедино было слилось, чтобы это было как раз на мощность нашей страны возросла и потенциал страны рос, чтобы рос его валовый доход, и чтобы экономика нас развивалась достаточно такими нормальными научно-образованными темпами. Конец 80-х. Не лучшие времена для советского народа. Отрывок из интервью Владимира Ларионова. Одна из главных причин нашего краха – система ведения хозяйства, на которой основывалась экономика страны, до сих пор, на мой взгляд, состоит в том, что при принятии решений, определяющих судьбу народов, от участия в нем были отстранены основная масса людей, основная масса регионов нашей огромной страны, что исполнение добрых намерений было построено на принуждении, практически в духе стремления делать людей счастливыми насильственным путем. В этом смысле принятие и развитие суверенитета в национальных республиках и субъектах России вселило надежду у широких кругов населения. Мы находимся на фоне здания главного здания Академии наук, и оно историческое и в том плане, что именно в этом здании Владимир Петрович Ларионов был избран академиком Российской академии наук. Именно в этом здании было подписано вместе с президентом Республики Саха-Якутия Николаевым и президентом Российской академии наук Осиповым первое соглашение о сотрудничестве якутской науки, Якутской республики с Академией наук России. Здесь Владимир Петрович участвовал в работах многочисленных симпозиумов и в работе своего отделения. Поэтому этот фон, и это вообще здание красивое, монументальное, дает представление и о том монументальном, выдающемся вкладе Владимира Петровича и в российскую науку в целом, и особенно самоопределение народа Саха и его вклад в мировую науку и культуру. Пример жизни Владимира Петровича – это яркий пример сочетания высокого уровня фундаментальных исследований и практического использования этих результатов. Он никогда, думаю, даже в мыслях не делил, что важнее. Важно только, чтобы и то, и другое было самого высокого уровня. Мне посчастливилось вместе с ним проехать по ряду улусов, причем хорошей такой компании с академиком Лаврентьевым, доктором Враговым, академиком Соболевым. Мы читали лекции для талантливых ребят. Это тоже было такое время, или такой интервал
моей жизни, когда я приобщился и к национальной культуре, и увидел, насколько талантливые люди. И я после этого, у меня родилась такая поговорка, и я первый сказал Владимиру Петровичу, что у нас сибиряков, чем более суровый климат, тем более мягкое сердце. И самое мягкое сердце и добрая душа – это в Якутии, поскольку там довольно суровый климат. И вы знаете, я однажды ему сказал: Владимир Петрович, мне кажется, вы живете по таким принципам, что вы действуете всегда целенаправленно и превращаете это в состояние души. Вы знаете, это ему относится 100%. И вот общаясь с ними, с Владимиром Петровичем и с его командой, обогащаешься. Владимир Петрович придавал важное значение подготовке молодых научных кадров. Когда я в 1992 году стал директором департамента по подготовке кадров при президенте Республики Саха-Якутия, мы с ним очень много обсуждали, разговаривали по поводу программы подготовки высококвалифицированных кадров и научных специалистов. И тогда Владимир Петрович настойчиво добивался, чтобы мы переориентировали нашу молодежь от гуманитарных специальностей на технические специальности. В этом плане, конечно, что-то было достигнуто, я должен сказать об этом. Когда мы уже в 1998-1999 году могли говорить об элитной инженерной подготовке научных кадров для Республики Саха-Якутия. В середине 90-х вместе с японскими, китайскими и южнокорейскими учеными-нефтяниками выступил инициатором создания межгосударственной организации по строительству системы трубопроводного транспорта газа в Юго-Восточной Азии. Регулярно проводились симпозиумы в Токио, Пекине, Улан-Баторе, Якутске и Иркутске. Проведение было вызвано стремлением стран Азиатско-Тихоокеанского региона к интеграции с целью создания трансазиатской сети газопроводов. В своем последнем трагически прерванном турне он летел на очередную конференцию в Шанхай, где предполагалось его избрание президентом этого форума. Владимир Петрович был очень светлый человек, очень светлый человек. Его отличительной чертой и как ученого, и как человека был оптимизм. Он был очень улыбчивый человек, очень такой человек внимательный, доброжелательный. И с ним было прекрасно работать. Всегда для сложных проблем, говорят, есть два выхода. А с Владимиром Петровичем всегда было три выхода. Он все время напоминал при каждом своем приезде, что нам нужно помочь не только институту, а именно якутской промышленности наладить технологию производства и буровых инструментов для бурения на полезные ископаемые. И он говорил, что у нас очень много камня, хорошего, красивого камня, который мы могли бы обработать и строить именно Якутск. Но это без алмазных инструментов практически было невозможно. Покупать их и возить из европейской части, это было крайне дорого и, может, и неэффективно. И он это прекрасно понимал. И он хотел, чтобы мы помогли наладить это производство серийное инструментов для того, чтобы можно было делать, так сказать, для Якутии, решать целый ряд интересных производственных задач. Я думаю, что это было нам по силу, а если, так сказать, сейчас этот, скажем, общий интерес поддержан, я думаю, мы найдем возможность обязательно, так сказать, встретиться и наладить, так сказать, помочь, чем мы будем, так сказать, способны. У Владимира Ларионова много учеников, на которых он возлагал большие надежды. Они по праву обладают профессиональным и человеческим качеством для успешной деятельности, прежде всего в условиях якутской Саха-земли. Занимают ведущие должности в приоритетных отраслях в Республике Саха-Якутия. Мы все прекрасно знаем, что Владимир Петрович Ларионов был исключительно разносторонним человеком. Мы знаем, что Владимир Петрович был великолепным ученым. Его заслуги в развитии мировой науки, они оценены достойно. Я, как один из его учеников, который защитил кандидатскую диссертацию в его научном совете, он был у меня руководителем, очень хорошо знаю все его достижения. Они имеют значение для всей мировой науки, всей России.
и особенно для нашего северного региона Якутии. Заслуги его неоценимы. Он участвовал в создании Института неметаллических материалов Сибирского отделения Академии наук. Он организовал Институт нефти и газа. Он участвовал в создании Института горного дела Севера. Владимир Петрович огромное количество учеников, и все, безусловно, все без исключения высоко оценивают его достижения в науке. Также Владимир Петрович, как вы все прекрасно знаете, был видным государственным деятелем, неоднократно избирался депутатами Верховного Совета Республики, Верховного Совета Советского Союза. Я, будучи знаком с Владимиром Петровичем, практически постоянно обсуждали все насущные вопросы, с которыми сталкивалась республика до последнего момента. И то, что сегодня мне доверено народными депутатами возглавить Государственное собрание, тот опыт, который я перенял с общения с Владимиром Петровичем, безусловно, имеет большое значение. В Московском высшетехническом университете имени Баумана в галерее выдающихся выпускников этого заведения рядом с титанами мировой российской науки висит портрет академика Ларионова, выдающегося человека, якутского Ломоносова. В начале перестройки он принимал активное участие в создании предприятий новой формации. Уважаемый Владимир Петрович уже в начале 60-х он в своем письме своей супруге написал, что он видит в Якутии не только алмазодобычу, он видит, что будут в Якутии, на территории Якутии будут стоять большие гранильные фабрики. И вот эта прозорливость, вот мало кто мог вообще подумать в то время, что это возможно. И я считаю, что нашему поколению досталась большая честь участвовать в воплощении в жизнь тех мечтаний, того видения, которое было у нашего Владимира Петровича. Я думаю, как раз он был один из тех людей, который помогал жить народу. Владимира Петровича Ларионова я, с одной стороны, знал довольно много лет, потому что Владимир Петрович уникальный человек, безусловно, был. И он стал членом Академии, членом-корреспондентом Академии наук СССР в 90-м году, еще Академии наук СССР, и первым членом-корреспондентом Академии наук СССР, то, что называется, из народа Саха. Вот. Он развивал чрезвычайно важное направление в современном материаловедении, конструкционных материалов, и был основателем Института физико-технических проблем Севера. К тому же он проходил блестящую, одну из лучших научных школ в области электросварки у Бориса Евгеньевича Патона. Это выдающаяся научная школа, и Борис Евгеньевич, мой старый друг, и Владимир Петрович был очень достойным его учеником, и Борис Евгеньевич часто его вспоминал, когда мы с ним встречались. А вот ближе я познакомился с Владимиром Петровичем во время поездки своей в Якутск в 2003 году. И тогда я его узнал уже не только как специалиста я узнал его намного раньше, я узнал его как человека. И это был вообще человек, конечно, и образованный, и высококультурный, настоящий патриот и Советского Союза, и России, и своей Якутии. И его, безусловно, можно считать основателем научной школы не только в своей области, но научной школы в Якутии. Не зря он был одним из создателей Якутского научного центра и был председателем президиума Якутского научного центра. Он прекрасно разбирался, между прочим, не только в специальных материалах, конструкциях,
разрабатывая, вообще говоря, так сказать, материалы для проведения конструкционных, сварочных работ в районе Крайнего Севера. Он прекрасно знал и другие материалы. Он великолепно понимал и разбирался в камнях. И очень любил свою Якутию и ее природу. Моя супруга вообще, Тамара Георгиевна, она очень быстро, про нее как-то ее одна старая подруга сказала, что у Тамары глаз алмаз, и она очень быстро разбирается в людях. И Владимир Петрович практически, ну вот с первого дня знакомства, он просто ей бесконечно понравился, и они почувствовали взаимную, так сказать, симпатию, человеческую взаимную симпатию. Должен сказать, что то же самое произошло и со мной. Зная его до этого как специалиста, встречаясь с ним на общих собраниях Академии наук, вот за те чрезвычайно ценные для меня дни, порядка недели, которые я провел в Якутске, мы с Владимиром Петровичем общались очень много. И он стал для меня близким и дорогим человеком, и для меня был бесконечно тяжелым удар, когда я узнал о его безвременной кончине. Я думаю, что Владимир Петрович Ларионов навсегда останется и в нашей науке, и, безусловно, навсегда останется как замечательный, выдающийся сын якутского народа, выдающийся ученый современности. Владимир Ларионов, несмотря на свою занятость, находил время и силы для общения со многими молодыми людьми. Некоторые из них получили образование по его совету и работают сейчас в престижных заведениях нашей страны. Владимир Петрович со мной связывает очень многое. Он как мне отец, как мой учитель, самый ближайший друг. Много раз мы с ним беседовали на темы внешнеполитические, внутренней политики России. Он всегда был очень хорошим собеседником, благодарным слушателем, мудрым советчиком. Несколько раз он приезжал ко мне, когда я работал в Китае, в городе Шэньяне. Встречались мы с ним и в Пекине. Несколько встреч. Помню, он приезжал на конференции различные, связанные как с внешней деятельностью, международной деятельностью, так и по линии Якутии. Вообще Владимир Петрович величайший человек, сумел еще в те времена понять, что будущее за Востоком, что республике нужно налаживать связи не только с центром, с Москвой, но и смотреть гораздо дальше на Японию, Китай, Корею. В общем-то, он один из тех, кто начинал работу внешнеэкономической деятельности нашей республики в сторону Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона. Папа всегда очень, когда выходил сюда на природу, он такой воодушевленный сразу был, у него очень много эмоций было. Он начинал прямо вот всю красоту описывать, рассказывать сразу, напевал песни, очень любил петь, и притом часто пел по-якутски. И вот даже я вот вспоминаю, вот когда мы переправлялись на ту сторону, в зимнее время, да, сокращали путь тут по ледовой дороге, и подъезжали к Ламтуке, как на родную Мегино, Каргаласскую землю, он сразу начинал петь. Он всегда был за рулем, на УАЗике, и Джасахалы, Лан. Олах просто вот подъезжали, проезжали даже мимо, вот где похоронены его родители, а он все время это говорил: «О, моя подкаля, кыс подкаля, дараба Ламтука, гадин». А годы все текут и текут, миновало мне трижды по 20, но никак я, упрямый якут, не желаю сдавать и сдаваться.
Мой ноябрь, мой декабрь, ни листвы, ни цветов, лишь метелица злится. Пусть не лучшие месяцы вы, постарайтесь подольше продлиться. Это любимая дача Владимира Петровича. Мы купили эту дачу в 1967 году, когда родилась у нас Маечка. Вот, и с тех пор каждое лето мы проводим здесь. Старая дача, это Хатун-Урех. Здесь тут дачи все как бы рядом, близко друг к другу, все открыто, все видят. И замечательные соседи нас окружают уже много лет. Когда мы купили, вот был только вот этот небольшой домик. А когда родилась у нас внучка Варзала в 1986 году, Владимир Петрович построил вот эту веранду. Он сказал, я построю веранду для своей любимой внучки, чтобы она каталась там на велосипеде. Ну так оно и было. Каталась на велосипеде. И всегда у нас очень много народу здесь живет, все наши родственники, по 4-5 семей каждое лето. И он говорил, это наш якутский саилык. Вот как у наших предков было, так у нас и продолжается. И вот до сегодня здесь живет несколько семей наших племянников. Вот. А потом вот его гордость и самое любимое место последние годы, вот этот балаганчик. Всю свою жизнь он мечтал, что когда-нибудь на своей даче построить балаган. К 60-летию ему вот Мегинакангаласский улус администрации подарили, и вот построили вот этот балаганчик небольшой.